канале АТВ «Предвыборные дебаты». Меня зовут Елизавета Ротарь, и я приветствую кандидатов от политических партий. Валерий Федорович Яниоглу, партия «Наш Буджак». Здравствуйте. Валерий Федорович Кыса, партия «Возрождение». Здравствуйте. На наши дебаты сегодняшние мы приглашали и представителей партии «Шанс», но они не пришли на начало дебатов. Это их право, поэтому мы продолжаем наши дебаты. Добро пожаловать на наши дебаты. Спасибо. Тема дебатов – социально-экономическое развитие населенных пунктов Гагаузии. Это общая тема, но сегодня мы будем говорить больше о нашем городе Камрат. Расскажу вначале о правилах проведения дебатов. Наши дебаты делятся на 6 раундов. Первый раунд – 1 минута, кандидаты представляют себя. Второй раунд – 2 минуты, кандидаты представляют свою предвыборную программу. Третий раунд – 4 минуты, кандидаты отвечают на вопрос модератора. Четвертый раунд – 4 минуты, это перекрестные вопросы, кандидаты задают друг другу вопросы. Пятый раунд – 3 минуты, это вопросы от наших телезрителей, от избирателей наших кандидатов. И шестой раунд, 1 минута, это обращение к избирателям. Итак, согласно проведенной жеребьевке, первым начнет сегодняшнее выступление Валерий Кыса, партия «Возрождение». Валерий Федорович, у нас сегодня 2, получается, кандидата Валерий Федоровича, поэтому предоставляем вам слово. Спасибо большое. Здравствуйте, уважаемые камрачане. Меня зовут Валерий Кыса. Я родился в Камрате 29 июля 1971 года. Окончил школу номер 6. Далее окончил среднюю школу СПТУ по специальности водитель-механик. Потом я служил в советской армии, служил в роте специального назначения в Москве. После демобилизации я приехал в свой родной город, занимался предпринимательской деятельностью. Далее я учился в Кишиневе, в Государственном университете по профессии политология и право. Потом я окончил Институт международных отношений в Кишиневе на Константина Старе. И в этом году защитил дипломную работу по магистерскую диссертацию в этом году. Далее я работаю сейчас в настоящее время директором Центра временного размещения детей в Камрате. Время вышло, дальше продолжите уже. Спасибо большое. Если есть еще что сказать. Сейчас время 1 минута Валерия Федоровича Яниогла, вы представляетесь. Замах Айролсон, добрый день. Яниогл Валерий Федорович. Трудовая деятельность краткая, КГБ время, потом 11 лет первым заместителем Башкана, потом директор агентства регионального развития, потом создал партию «Наш Буджак», лидер партии «Наш Буджак», который сегодня поставил перед собой задачу объединения гагаузского народа. В основном задача сегодня этой гагаузской партии объединить гагаузский народ для того, чтобы мы смогли вместе поставить задачи и не разделяя, а объединившись, двигаться для сохранения самой Республики Молдова и Гагаузии в целом. Еще у вас 19 секунд. Расскажите, используйте это время. Партия имеет свои особенности, и если говорить о целях, то, конечно, прийти к власти, но речь идет о создании двухпалатной системы управления парламента законодательного органа Республики Молдова, о представлении квоты Гагаузии. Все. Теперь ваше время вышло, Валерий Федорович. Дальше вы второй раунд, и второй раунд – это предвыборная программа. Дальше вы, опять же, по очередности вы расскажете о своих предвыборных приоритетах, приоритетах ваших программ. Итак, Валерий Федорович Кыса, пожалуйста, ваше право. 2 минуты на это дается. Уважаемые камрачане, я представляю партию «Возрождение» РНА-4 в Камрате. Меня определили кандидатом в примары муниципии Камрат. Я как истинный камрачанин, я люблю свой город, поэтому я хочу представить свою программу действий от партии «Возрождение» по улучшению ситуации в нашем Камрате. Мы знаем, что у нас город развивается, но мы видим немножко все по-другому. У нас другое видение этой проблемы. Поэтому я сейчас озвучу основные тезисы по развитию нашего города. Первое – это всесторонняя забота
социально уязвимых категорий населения. Второе – устранение коррупции, прозрачность деятельности Приморья. Третье – Камрат – чистый город и зеленый. Четвертое – приостановление в Камрате незаконного и точечного строительства. Пятое – это хорошие дороги, тротуары. Шестое – это оптимизация, то есть улучшение дорожного движения. Седьмое – привлечение дополнительных финансовых средств. Это гранты, субсидии исполкома, меценаты и другое. Восьмое – разрешение спора между Приморьей и Камрата и ГГУ Скопом, касающий центрального рынка. Девятое – программа поддержки детей и молодежи, то есть молодежный муниципальный совет. Десятое – международное сотрудничество по экономическим и социальным вопросам. 11. Тесное взаимодействие Приморьи с каждым горожанином, чтобы каждый горожанин мог выслушан и принят. 12. Строгий экологический надзор над территорией города. Это и мусоросвалки, и сбор, раздельный мусор, и многое другое. Далее у нас идет по порядку, то есть если у вас остается 5 секунд, они переходят в следующий раунд. Да? Только 1 минута – это обращение строго и приветствие. Все, остальное мы идем по порядочку. Значит, Валерий Федорович Яниогло, вы представляете вашу предвыборную программу, ваш месседж нашим избирателям, за что вы... Уважаемые избиратели Гагаузии, в большей степени обращаюсь к избирателям Гагаузии, партия «Наш Буджак» была сформирована и создана с определенной целью. С целью объединения Гагаузии, потому что то, что происходит сегодня в Республике Молдова и в частности в Гагаузии, свидетельствует о том, что ситуация усугубляется, люди разделяются, есть определенные площадки, на которых идет не просто обсуждение проблем, но идут драки, и драки идут очень серьезные, потому что Республика Молдова в целом включилась на одной из сторон вот в этих мировых глобальных проблемах. В самой Гагаузии есть ряд вопросов, и особенно по нашим городам, поэтому партия «Наш Буджак» выдвинула списки по нескольким населенным пунктам в больших городах в Камрате и в Чадарлунге. Какие задачи ставятся перед нашими кандидатами в советники, которые выдвигаются? Речь идет о Камрате. Однозначно в списки вошли люди, которые знают, я работал директором агентства регионального развития, мы сформировали 5 программ, и часть этих программ работает в городах сегодня и в Чадарлунге, и в Камрате, и мы должны реализовать эти программы. Речь идет об обустройстве города, муниципия Камрат, муниципия Чадарлунга и других населенных пунктов, создании условий для нормальной жизнедеятельности, санитарной очистки и в конечном итоге по строительству очистных сооружений, канализационных сетей и ливневых канализаций в муниципии Камрат. Есть много вопросов, связанных с тем, что население сегодня пытается в центре города обустроиться, и мы понимаем, что пришло время, город может задыхаться, поэтому, скорее всего, нужно задуматься над тем, чтобы вывести за пределы спальные регионы и немножко по-другому отнестись к центру города, создать столицу, и в этой столице четко определить приоритеты и работать по генплану, внести коррективы в генплан. Поэтому с этой точки зрения, думаю, что здесь задач много. Спасибо. Я благодарю вас за ваши ответы. И переходим к третьему раунду. Третий раунд – это вопросы от модератора. И первым на мой вопрос ответит Валерий Кыса. Такой вопрос, Валерий Федорович. Каковы должны быть действия местных властей для открытия новых рабочих мест и привлечения молодых специалистов в наш город? Спасибо за вопрос. Это такая злободневная проблема. Такие вопросы задают мне на встречах люди. Скорее всего, я считаю так, что рабочие места открывать, конечно, нужно. Но все-таки рабочими местами, я думаю, должен заниматься больше всего приоритет – это исполком, исполнительная власть, то есть башкам, исполнительная власть. Мы, конечно, будем поддерживать. У нас в нашей программе есть тесные взаимоотношения с международными организациями.
Конечно, по возможности мы будем открывать рабочие места, потому что мы понимаем, насколько это важно удержать молодежь. Вы же понимаете, что если будут рабочие места, соответственно, молодежь будет оставаться, никогда не будет уезжать. И город будет более комфортный, и комфортный город всегда это приоритет для наших жителей. Поэтому по возможности, конечно, мы будем уделять огромное для этого внимание. Валерий Федорович, этот же вопрос адресую и вам. Я могу сказать, что, будучи директором агентства регионального развития, были подготовлены 5 программ по Гагаузии, и одна из них, речь идет о инфраструктуре экономики, и идет речь о строительстве определенных структурных подразделений в каждом населенном пункте. И в данной ситуации и в городе Камрат, и Чадарлунге есть ряд планов. Первый, это был отстроен промышленный парк 25 гектаров, на котором сегодня уже функционирует один завод, одно предприятие, и второе предприятие готовится. Это создание упаковочного двора. Речь идет о видении нашей партии, наш Буджак. Речь идет о том, что мы должны сформировать некое заготовительно-сбытовое предприятие, которое будет осуществлять заказы, покупку, переработка, калибровка, транспортировка грузов на основании договоренностей. Есть уже определенное видение направлений с территориями, которые будут покупать эту продукцию, поэтому, я думаю, это один из моментов. Второе, учитывая то, что происходит сегодня в Республике Молдова и в целом на нашей территории, речь идет о засухе и многих других аспектах, нам нужно структуру сельского хозяйства изменить. Я думаю, что 10 голов крупного рогатого скота мы должны создать предприятие, может быть, тоже на базе промышленного парка свободной экономической зоны, потому что были организованы 2 свободные экономические зоны и в Чадарлунге, и в Камрате. Это очень важно, поэтому с этой точки зрения у нас видение есть, и мы сегодня говорить должны о том, что нужно создать рабочие места, и вместе с тем, чтобы на этих рабочих местах была хорошая зарплата, чтобы люди не уезжали. Спасибо. Значит, на этот раунд мы выделили 4 минуты, предоставляем вам 4 минуты, поэтому время еще есть, и я задам вам еще по одному вопросу. Не по одному, а один вопрос, и вы отвечаете. Значит, насколько хорошо вы изучили проблемы жителей нашего города? Обозначьте 3 главные приоритетные проблемы, которые нужно решить сразу же, как только вас изберут на эту должность. Пожалуйста, Валерий Кыса, вы первый. Спасибо большое. Естественно, мы изучили все проблемы. Ну, не все, конечно, но основные самые проблемы. Основные, первые 3. Мы это изучили. Я считаю, что первая проблема – это канализационные сети. Это все об этом говорят, и, естественно, мы приложим усилия, чтобы этот вопрос решить. Это реально, его можно решить. Общими усилиями, с Примарией, с другими донорами мы это можем решить. Второй вопрос – это дороги. Люди задают очень много вопросов насчет дорог. У нас, получается, определенные районы в Камрате делаются дороги, а есть районы, где не делаются. Люди возмущаются, говорят, мы тоже такие же жители, почему у нас не делают? Поэтому мы будем делать повсеместно везде все дороги. Тоже по возможности будем изыскивать средства. Третий вопрос, я считаю, это у нас в городе очень много автомобилей. Поэтому я считаю, что надо решить вопрос с парковками. И, возможно, расширение дорог, по возможности, надо изучить эти вопросы. Также регулируем светофоры, умные светофоры, которые работали правильно. Потому что есть светофоры, которые работают не совсем правильно. Поэтому для этого тоже уделим внимание. Спасибо. Валерий Федорович, ваш ответ на этот вопрос? Значит, я считаю, что самая главная проблема, которая на сегодняшний день существует в Гагаузии, это 2 момента. Первое – это водоотведение, то есть очистные сооружения. В данной ситуации, если говорить о муниципе Камрат, очистные сооружения канализационной сети, уже есть договоренность с Мировым банком о выделении $8 миллионов. Я думаю, что в ближайшее время уже проект будет осуществляться. Мы работали в этом плане, и пойдет около 30% новой канализации в Камрате, и плюс очистные сооружения,
которые должны вобрать в себя и сточные воды, и муниципия Камрат, и Кирсово, и Бешалмы. То есть это комплексное мероприятие, которое сегодня очень важно и нужно для Гагаузии. Мы понимаем, вторая проблема, понимаем о том, что сегодня вода, которая идет с Майданского водозабора, она не вечна, поэтому есть вторая проблема, которую мы будем отстаивать и добиваться этого. Это подача воды в Камрат и в Чадрунский район, два района Гагаузии, из реки Прут с установкой очистки воды у нас в Камрате. Поэтому речь идет о том, в Вулканештах уже с прута вода подана, поэтому с этой точки зрения вот эти вопросы нужно решить. Там, в Вулканештах, канализацию. И третья проблема, мы понимаем, что город скоро будет задыхаться от транспортных. Вот речь идет о том, что, скорее всего, я говорил вначале, что нужно вывести спальные регионы в сторону из центра, для того, чтобы вот здесь было полегче и ездить, и ходить. Значит, нужно строительство какого-то нового места, потому что здесь уже приезжают с других территорий. И мы видим, понимаем, что скоро будем задыхаться. Поэтому другие территории, которые закупают, должны иметь возможность купить или дома, таунхаус, или там многие двухэтажные домики. То есть мы имеем планы, в планах решения этой проблемы, выведения его за пределы центра города. Спасибо. У вас есть еще немного времени. У вас, Валерий Коса, минута 25. Я могу задать еще один вопрос, а у вас, Валерий Федорович, 19 секунд. Успею. Коротко ответите, успеете, конечно. Еще один вопрос я задаю. Как вы намерены вести диалог с гражданами нашего города и информировать их о принятых решениях Совета или Примарии? Спасибо за вопрос. Да, Считаю, что очень важный вопрос, потому что наши жители города, многие не информированы о принятии решений. Узнают через какие-то слухи, там что-то говорят, вот слышали. Поэтому очень важно, чтобы средства массовой информации освещали каждое заседание совета. Желательно, чтобы было побольше этих, потому что там какой-то канал определенно снимает. Поэтому я считаю, что надо информировать граждан. Интернет сейчас у всех практически есть, и, естественно, телевидение тоже очень важно, считаю. Только через средства массовой информации. И плюс я считаю, что советники, которых избираем, они должны тоже информировать своих жителей, потому что, не секрет, появляются наши кандидаты во время выборов, потом пропадают, и потом не знаю даже, кто у них советник или еще кто другой. Поэтому я считаю, вот эти две вещи надо сделать для этого. Валерий Петрович. Я думаю, что и советники должны иметь определенные приемные дни и на территориях, то есть на участках, откуда они выдвинулись. И примары, заместители примара должны иметь день приема граждан. Это очень важно. К сожалению, до сегодняшнего дня этого не делается. И люди, когда не имеют возможности увидеть в глаза человека, которого избирали, имеют проблемы. Спасибо, ваше время вышло. У вас еще 22 секунды. Вы можете добавить, если я хочу добавить, вы мне задали первый вопрос по поводу рабочих мест. Мы начинали один проект в Камрате, IT-парк, но его заморозило, подали в суды, правительство, это наша команда. И я думаю, что этот проект скоро начнет работать, и IT-парк, рабочие места будут. Это будет именно в Камрате, территории промышленного парка. Все, спасибо, благодарю вас. И переходим к четвертому раунду. Четвертый раунд, опять же, мы вам предоставляем 4 минуты. Это перекрестные вопросы. Вы можете задавать друг другу вопросы, и поочередно отвечать. Итак, Валерий Коса, вы задаете первым ваш вопрос Валерию Федоровичу Яниомову. У меня так особых вопросов нет. Я очень рад, что такие партии у нас есть в Камрате, в Гагаузии. Я им желаю, чтобы у них было побольше членов партии. Естественно, я тоже патриот, я люблю свою родину, Камрат. И у меня особых вопросов нет, Валерий Федорович. Поэтому я вам пожелаю удачи. Благодарю вас, да. Благодарю. Я тогда дам один вопрос. Да, Нет, вы ответьте сначала. Да, даже благодарить. Вы понимаете, речь о чем идет, что я благодарен тому, что вы
чем вы сказали, потому что, в принципе, создание партии, оно было востребовано. Многие люди подходили ко мне и говорили: Валерий Федорович, нам нужно создать свою гагаузскую партию, которая будет отстаивать наши интересы. Ну, я понимаю, что первопроходцам это неблагодарное дело, но вместе с тем, несмотря на это, мы с коллегами взялись и идем, поэтому стараемся, да, исходим из того, что, наверное, чего-то достигнем с нашим народом. Ну и теперь ваш вопрос. У меня как раз из этой же серии вопрос, Валерий Федорович, тезка, очень вот как-то совпало, шанс упустил такую возможность быть между двумя. Да, у другого шанса у него не будет. Понимаете, вот как раз говоря о партийном обустройстве у нас в Республике Молдова и в Гагаузии, да, вот я обратил внимание, что в последнее время партии все-таки хотят обустроиться здесь на территории. К сожалению, история говорит о том, что абсолютно большинство партий обещало и не выдержало взятое на себя обещание. И это я потом понял для себя не потому, что они такие плохие, а потому, что они в центре там Кишиневе находятся, и их мы потом до наших проблем, у них там есть куча проблем в Кишиневе. Точно так же и партия, которую представляете вы, с головным офисом находится в Кишиневе. Как вы планируете все-таки отстаивать интересы Гагаузии? Потому что я знаю вас, вы патриот Гагаузии, вы определенный исторический путь прошли, поэтому все равно я знаю, что мы вместе будем завтра отстаивать Гагаузию. Спасибо за вопрос. Очень интересный вопрос. Дело в том, что партия «Ренашское возрождение», она немножко отличается от других партий. Здесь больше приоритет на то, что развитие Гагаузии. У нас будут представлены, надеюсь, в будущем будут представлены свои депутаты в парламенте, это в скором будущем. И определенный приоритет на Гагаузию есть. Это даже именно гагаузская тема, это будет действительно усиливаться именно там. Поэтому я думаю, что и считаю, что партия «Ренаштир», она сильно отличается. Я уверен, я никогда не был ни в одной партии. Это впервые я вступил в эту партию. И я уверен, что эта партия поведет себя по-другому. Потому что у нас там будут свои депутаты. Кстати, партия «Возрождение» в данный момент руководствуется коллегиально, и один из наших депутатов в управлении этой партии депутат парламента. Благодарю вас за ответы, но еще время у нас есть, поэтому я вам предоставляю еще раз право. Все-таки, может, у вас созрел вопрос для Валерия Федоровича? Если есть вопрос, да, у меня есть еще один вопрос. Сейчас да. По порядочку Валерий Кыса задаст свой вопрос, вы ответите и поочередно. У меня такой один вопрос. Такая избитая тема – это полномочия. У вас есть какое-то решение этого вопроса? Реальное решение? Есть. Я думаю, что, понимаете, отвечая на эти вопросы, я в свое время высказал одно. Мы должны меньше говорить вот здесь на улице, а побольше самим определить, а что мы планируем сделать. Я сегодня, к сожалению, не могу сказать, что нынешняя власть Гагаузии знает решение этого вопроса и работает над решением. Поэтому у нас есть ряд моментов. Первое, это необходимо провести работу, обратиться к людям, прийти в народ и изучить ситуацию, связанную с тем, как народ понимает, и потом, убедив народ, то есть провести определенную политинформацию с полномочиями от имени народа, потому что они первоначальные полномочия, мы провели референдум, эти полномочия есть, мы должны Кишиневу показать о том, что уважаемый, есть закон, он должен работать. Если он не работает, значит приходит стадия следующая, а стадия она более агрессивная. Поэтому с этой точки зрения у нас есть еще возможность начинать разговаривать в кулуарах, в тишине, без особого. Поэтому есть вопросы, которые необходимо решать. Второй момент – это по программе у нас речь идет о том, что мы должны изменить систему избирательную, законодательного органа. В нашей программе четко написано о том, что должен быть двухпалатный парламент Республики Молдова, Совет регионов и сама
сам парламент. В парламенте должен быть квота для Гагаузии, палата должна быть, которая будет осуществлять сдержки и противовесы. Вот два момента, которые можно будет сказать. Можно говорить об этом. Ну, а сейчас ваш вопрос, кандидат. Вот у меня как раз вопрос из этой точки зрения, что в нашей есть два момента. Готова ли наши конкуренты партия Возрождения в принципе поддержать инициативу Гагаузии о создании двухпалатного законодательного органа Республики Молдова? И, может быть, тут же какой-то, если вы сможете, речь идет о вашей программе, я читал, речь идет о вступлении в Евразес. Я сегодня имею один вопрос. Имеем ли мы сегодня механизм? Не лучше ли сначала мы определились, что такое Республика Молдова, вот, что мы строим, и когда мы поймем, тогда, наверное, нам легче будет вступать в какие-то БРИКС или еще куда, потому что сегодня, не понимая ни о чем, вот призвали Евросоюз, а сами евроинтеграции не понимают, что такое евроинтеграция. И я сегодня до сегодняшнего дня так и не понял, что такое евроинтеграция. Поэтому я сегодня... Да, все, спасибо. Спасибо за вопрос. Дело в том, что Республика Молдова в данный момент испытывает очень сложные такие отношения. И самостоятельно своими силами выбраться из этого экономического хаоса или, может, даже политического очень сложно. Конечно, у нас есть здоровые силы здесь и в Гагаузии, и в Молдове, которые хотят изменить. Я уверен, что есть механизм, который взаимодействия с нашими здесь силами политическими в Гагаузии и с Кишиневом. Понятно, что это очень сложно сделать, но мы как патриоты, мы это обязаны сделать. И партия Возрождения приложит огромные усилия для того, чтобы изменить ситуацию и в Молдавии, и в Гагаузии в том числе. И наша команда патриоты из Гагаузии, которые представляют Возрождение Гагаузии, они нацелены на возврат полномочий. Даже есть разработан механизм, как это сделать. Я сейчас не хочу просто вдаваться в подробности. Если это вас заинтересует, мы как-то отдельно об этом поговорим. Все это есть. И для нас очень важно Гагаузия. Я вам сразу говорю. Потому что, я говорю, что Гагаузия это входит в состав Молдавии, целостность Молдовы мы не разрушаем, не надо нам какие-то ярлыки там придумать. Мы в составе Молдовы, и мы готовы развиваться только так, потому что у нас связи есть и с молдавскими народами, с украинским, с русским, со всеми. Только так мы можем развиваться. Спасибо. Благодарю вас. Еще 25 секунд. Если... Вы не ответили на вопрос, готовы ли вы поддержать наше видение в том, чтобы квота в парламенте была для Гагаузии и двухпалатный парламент Республики Молдова? Это изменение Конституции. 25 секунд. Конечно, мы готовы, потому что я, как ранее говорил, что у нас будут свои депутаты из Гагаузии. И это очень важно. И надо, конечно, число депутатов увеличить, и чтобы там были компетентные, именно грамотные, любящие свою родину это депутаты. Да, спасибо. Благодарю вас. У вас еще 8 секунд, но перейдет к следующему уже раунду. Эти 8 секунд перейдут. У нас 5-й раунд. И на 5-й раунд мы предоставляем вам по 3 минуты. Значит, у нас на столе есть конверты с вопросами. Вы просто скажите, какой вот с моей стороны, какой конверт вам, я вам преподнесу. Вы открываете конверт, зачитываете вопрос и отвечаете. Валерий Кса первый. Какой конвертик вам нравится? 5-й. 5-й. Да. Считаем. 1, 2, 3, 4, 5. Правильно? Да. Пожалуйста. Спасибо. Откройте, зачитайте вопрос. Это вопрос от их жителей, да? Да. Вопрос звучит так. Как вы намерены снизить риски коррупции при заключении государственных контрактов и сделок? Имеется в виду в Приморье, да? Я понял, да, в Приморье, конечно. Мы уже выше я рассказывал, что в нашей программе есть такой пункт, это искоренение коррупции и прозрачность.
Насколько возможно это, то, что будет зависеть от нас, от нашей команды, мы будем способствовать, чтобы коррупции не было у нас здесь, в городе. Потому что, опять же, это государственные деньги. За эти деньги надо что-то построить нашим гражданам. Те же детские площадки, те же тротуары. Поэтому очень много коррупционных денег уходит в сторону. Мы это понимаем. Те же участки, как они перепродаются там и что-то другое там. Но это мы детали сейчас не будем говорить. Но, конечно, мы будем способствовать, чтобы не было этой коррупции. Не то, чтобы ее просто искоренить, насколько это возможно. Спасибо. И Валерий Федорович, какой конвертик на вас смотрит? Первый, да. С моей стороны. Да. Смотрим, что там. Ставь. Как вы будете продвигать транспарентность и открытость в работе примарии, чтобы обеспечить доверие со стороны населения? Ну, я, в принципе, об этом уже говорил, о том, что практически и примар, и, будучи советником, потому что я возглавил, взял на себя риски, возглавил список партии «Наш Буджак» и став советником, я думаю, что буду требовать тому, чтобы люди имели возможность доступа к единому окну, потому что вот мы говорили о коррупции, речь идет о чем? О том, что когда идет взаимоотношение конкретных двух людей, и они встречаются с глазу на глаз, возникает коррупционная схема. Поэтому единое окно должно предположить, что человек дал заявку, через неделю он получил ответ. Положительный, отрицательный, там уже речь не идет. Поэтому нет контактов конкретно человека с клерком или с бюрократом, как говорят люди. Да? Второе, речь идет о едином дне, когда примар принимает, заместители принимают людей. Это открытость. Я считаю, что и совет должен выбрать один день, на котором будут советники определенных, конкуренты, которые будут выиграны, у них должно быть место, где они будут принимать своих избирателей и отвечать на эти вопросы. Это позволит быть более открытыми и, наверное, решать многие вопросы населения. Но есть у нас еще по 1 минуте. У Валерия Кса 1 минута, у Валерия Федоровича Яниоглу 3-4 секунды. Можем еще по одному конвертику вам предложить. Минута и 3-4, потому что остается... Да, минута 34. Да, понял, да. Да, все правильно. А у вас 2 минуты. Можно? Да, какой конвертик? 5-я. С той стороны. С этой? Нет, с той стороны. Вот Стой? 1, 2, 3, 4, 5. Вот это вот, да? Угу, пожалуйста. Вопрос так звучит. Каковы ваши планы по созданию механизмов для приема и обработки жалоб и информации о коррупционных действиях? Опять вот вопрос, связанный с коррупцией. Вам везет. Слушайте, такое ощущение, что у нас примария такая коррумпированная. Вроде бы люди о наболевшем. Вроде бы все нормально. Наболевшие вопросы, как говорится. Да, это спасибо за вопрос. Обработка жалоб. Да, люди, насколько я знаю, у нас вот люди жалуются, пишут жалобы, но я не знаю, насколько это эффективно это решается эти вопросы, потому что думаю, что все-таки надо как-то это совершенствовать. Либо через соцсети, сайт примарии, кстати, есть, чтобы люди могут даже обращаться, чтобы не знали этого человека. В других странах есть ставят ящики для жалоб, и любой человек может прийти. Да, можно такие ящики, это перед примарией можно будут какие-то вот ящики там закрываются, либо электронный вариант, или создать какой-то телеграм-канал, что можно было обращаться там от другого имени, чтобы некоторые люди боятся обращаться, сами понимаете. Поэтому, конечно, я еще раз повторяюсь, коррупцию надо искоренять. Это важный вопрос, потому что не секрет, что эти потоки денег куда-то уходят каким-то определенным людям. Поэтому нам нужно развивать город. Естественно, у нас бюджеты сейчас очень такие слабые, надо их увеличивать. Поэтому надо с коррупцией решать и деньги направлять на благие дела для наших камрачан. Я думаю, камрачане это оценят.
Спасибо. У вас еще 5 секунд. Буквально 5 секунд. Ладно, хорошо. Валерий Федорович, ваш. Первый от вас. От меня. Да, я уже пошел, да? по порядку. По порядку, да? Да. Как вы планируете обеспечить прозрачность в бюджете и финансовых операциях сельской администрации? Городской. Ну, сельской или городской? Вы знаете, бюджет очень такой гибкий процесс, и практически вы определили внимание, что сегодня даже Республика Молдова, не учитывая законодательство, начала вносить какие-то изменения в налоговый кодекс, где не учтены вообще, что есть Гагаузия, потому что автономная территория, которая имеет право на налогообложение. Поэтому в этой части у нас перед тем, как обеспечить прозрачность, надо четко определить, бюджет сегодня должен быть децентрализован. Каждый муниципий, каждый город, каждый населенный пункт должен четко знать о том, что у него есть определенная категория бюджета, которую он формирует. Дальше налоговое обязательство людей, которые должны выплачивать, и примария должна работать над формированием этого бюджета с процентным совершенствованием, увеличением для того, чтобы давать услуги населению. Прозрачность должна быть четко определена в том плане, что бюджет, прежде чем он будет принят, должен пройти обсуждение гражданское. При исполнении этого бюджета должны быть четко определены статьи, и перед тем, как бюджет начинает исполняться, все закупки должны быть опубликованы на весь год, должны быть опубликованы в конкретных на сайте примарии, и все, кто имеет возможность, должны участвовать в тендерах на закупку. Спасибо, Валерий Федорович. Я оставляю вам тоже 0,5 секунд, там, как у Валерия Кыса, для обращения, чтобы было одинаковое время уже у вас. Валерий Кыса, вы первым начинаете. Это у нас последний раунд, 6-й раунд, и ваше обращение к избирателям. Уважаемые камрачане, мы идем командой, молодой, амбициозной командой, настоящими патриотами, которые хотят действительно изменить наш город к лучшему. Я призываю вас проголосовать за команду партии Возрождения, советников под номером 44 и примара, то есть меня, под номером 5. Мы гарантируем, что мы будем делать все возможное, что в наших силах. У нас программа амбициозная, она решаемая, и по возможности мы всегда поможем нашим людям, чтобы наш город был более комфортным, и в нем жилось, прекрасно всем жилось. Поэтому еще раз вас призываю, чтобы вы проголосовали за партию Возрождения и примара, за Валерия Кыса под номером 5. Большое вам спасибо. Еще 11 секунд. Самое важное. Я люблю свой город, поэтому я готов работать, отдать все силы в этому городу. Я не собираюсь никуда уезжать. Я здесь живу и буду жить. Вся моя семья и все мои родственники. Все, вот теперь все ваши 15 минут. Спасибо большое. Уважаемые сограждане, жители муниципия Камрат, я, будучи одним из основателей партии «Наш Буджак», Гагаузской партии, возглавил список камрадских советников с надежной, хорошей командой, которая знает, что нужно делать для города и знает, как нужно это все совершить. Поэтому призываю вас в первую очередь выйти на избирательные участки, потому что это очень важно для вас самих. Вы будете выбирать свое руководство, с которым будете общаться 4 года. Эмблема партии – это волк, который символизирует надежность, верность, способность решать свои вопросы. И мы, я думаю, вместе с вами сумеем определить приоритеты в муниципии Камрат и сумеем найти тех людей, с которыми мы сможем вернуть полномочия, с которыми мы сможем развить наш город, с которым мы сможем отстоять Гагаузию и Республику Молдова в целом. Спасибо. Благодарим вас за участие в наших дебатах. Желаем вам удачи на выборах. Вы смотрели предвыборные дебаты на канале АТВ. Следующие дебаты мы организуем 26 октября. До встречи.